Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире НВК «Саха» передача «Новый день». В последующие 30 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции, в начале нашего эфира давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, по данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных Улусах у нас плюс 22, плюс 24, днем плюс 22, плюс 26. Заречье утром плюс 19, плюс 24, днем плюс 22, плюс 29. Южные Улусы утром плюс 15, днем плюс 18, плюс 22. Вилюйские Улусы утром плюс 16, плюс 19, днем плюс 17, плюс 21. Нижнеленские Улусы утром плюс 20, плюс 23, днем плюс 25. Западные Улусы плюс 13, плюс 18, это утром и днем плюс 15, плюс 21. Колымо-Индигирские Улусы утром плюс 20, плюс 25, днем плюс 25, плюс 31. Дианские Улусы утром плюс 19, плюс 26, днем плюс 26, плюс 32. Северо-западные Улусы утром плюс 12, плюс 13, ну а днем плюс 13, плюс 18. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный 6-17 метров в секунду. Днем ожидается плюс 24, плюс 25 градусов. Возможен кратковременный дождь. Друзья, в Якутске в скором времени состоится научная конференция, которая соберет людей, создающих и продвигающих идеи, а также верующих в силу знания и научного прогресса. Это мероприятие носит название TEDx Якутск. Что же это такое, мы узнаем в разговоре с организаторами данной конференции Розалией Борисовой и Марией Андреевой. Мария, Розалия, доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, если говорить об этом мероприятии, которое состоится в скором времени в столице нашей республики, что же из себя представляет TEDx Якутск и в чем его значимость? Ну, в первую очередь, TEDx Якутск — это вообще мероприятие TEDx, это большое научное мероприятие, которое собирает исследователей, людей творческих профессий, спортсменов, людей, которые пережили какие-то события в своей жизни, которые затем сильно повлияли на них. Это такое мероприятие, которое помогает продвигать идеи. Вообще идея провести TEDx в нашем городе возникла еще осенью прошлого года, но она так и оставалась идеей до февраля 2020. И начали думать, как это можно провести, что для этого нужно сделать. И в силу своей профессии, поскольку я встречаюсь с очень многими людьми разных профессий, я поняла, что нашим якутским исследователям, предпринимателям есть чем поделиться, ведь в силу своих климатических условий в Якутии нам приходится все адаптировать, как технологии, так и жизнь. И поэтому TEDx могла бы стать очень хорошей площадкой для продвижения идей и для того, чтобы наши исследователи поделились ими со всем миром. Ну, то есть, как я понимаю, в рамках проекта TEDx Якутск, да, соберутся на определенной площадке люди, которые выступят с идеями, достойные продвижения, да, то есть они должны быть полезными. И, как я понимаю, это будет на конкурсной основе или же как? Да, у нас сейчас на данный момент в течение июня, мы сейчас в связи с ограничительными мерами продолжили, идет набор заявок, так скажем. На определенную электронную почту мы принимаем у всех желающих принять участие заявки в определенной анкетной форме. И самым главным, конечно, это же должно быть какая-то собственная, так скажем, работа, которая опробирована, которую, в заявке обязательно там краткое описание выступления, и, как сказать, потом уже после окончания сбора, да, уже будет определять определенная комиссия, кто представит и кто будет выступать на данной конференции. А если продолжить разговор о требованиях, да, к участникам, какой регламент выступления? Сколько минут дается и, может быть, какие-то еще условия есть?
Выступает человек не более 18 минут, и, конечно же, для этого будет проводиться очень большая работа, чтобы эти выступления были интересными, чтобы это не было сухое какое-то научное выступление с множеством терминов, которые никто не понимает. Это должно быть такое научное шоу, театрализованное представление. И как раз-таки для этого мы будем собирать еще и команду волонтеров, которые могут также принять участие и стать частью такого большого мероприятия. И, кстати, и волонтеры, и будущие спикеры могут отправлять свои заявки на электронную почту tedxyakutsk@mail.ru. Ну что ж, я думаю, все телезрители сейчас внимательно услышали адрес и, конечно же, отправят свои заявки. Ну, а вот если говорить об этом мероприятии, да, вот важно отметить то, что существует TED, это основное мероприятие, да, которое проводится в Ванкувере, вот, имеет богатую историю, а TEDx это, ну, как сказать, локальное мероприятие, да, вот, и чтобы заслужить право проведения, если вести аналогию с соревнованиями, да, нужно же заслужить это право. Вот расскажите о том, как же подавалась заявка на получение лицензии, с какими трудностями вы вот встретились? Подавали заявку мы командно. Во-первых, нужно отметить, что заявка требовалась на языке организаторов, то есть на английском языке. И для этого нужно было расписать, придумать название, расписать примерных спикеров, темы, которые мы хотим видеть. И не только отметить их примерные названия там, и сферы, да, но и полностью расписать, в каком порядке это все будет, почему именно эти темы, как они будут раскрываться. И для этого мы провели большую подготовительную работу, и мы очень рады, что организаторы оценили нашу заявку и одобрили, и выдали лицензию на проведение этого мероприятия. Она у нас до весны следующего года. Почему TEDx Якутск? Было очень много на самом деле вариантов, как назвать мероприятие, но поскольку лицензия у нас была на такое мероприятие TEDx, которое может собрать в себе множество различных выступлений на разные темы, мы решили назвать именно TEDx Якутск, исходя из местоположения проведения этого мероприятия. Вот, хотел бы спросить у Марии, вот говорим мы о работе, да, которая сейчас ведется в плане организации. Вот действительно мы говорим о том, что ведется набор, да, вот, волонтеров, которые помогли бы вам организовать это мероприятие. Ну, какая еще работа ведется? Вот, выбрана ли площадка и конкретно вот о датах? Вот, какие у нас хотя бы вот ориентировочные даты? Ну, насчет площадки. Наша смарт-библиотека станет площадкой, и что самое главное, конечно, важно, это организатор TEDx. Такое уникальное событие не только для нашего города, но и для региона. И вот сейчас ведем волонтеров, и пользуясь случаем, хотим пригласить всех желающих, команду организаторов. Если хотите получить интересный опыт в международном проекте, то пишите, звоните в смарт-библиотеку, скажите, что вы по поводу TEDx, и вас соединят с нужным человеком. А вот насчет дат, вот как сказала Розалия, у нас лицензия до 2021 года, до апреля. Поэтому мы примерно ориентируемся, мы уверены, что данное мероприятие должно пройти в традиционном формате, а не онлайн, да, и поэтому примерно ориентируемся на конец 2020 года или начало 2021 года. Да, ну что ж, мы обратились, да, вот к нашим телезрителям, жителям республики, вот к тем ребятам, которые могут выступить в качестве волонтеров. Но и сейчас у вас есть возможность обратиться вот как раз-таки к возможным потенциальным спикерам. Что вы можете сказать им? Мы уверены, что каждому, кто сегодня занимается наукой, предпринимательством, представителям творческих профессий, спортсменам, есть чем поделиться опытом, идеей. Так что смело пишите заявки, мы очень ждем. И даже если вы знаете человека, который мог бы выступить, вы можете их номинировать. Так что, пожалуйста, присылайте заявки на электронную почту tedxyakutsk@mail.ru.
Ну что ж, Розалия, Мария, спасибо, что нашли время и пообщались с нами. Желаем вам удачи в организации этого замечательного мероприятия, ну и желаем вам успехов. Ну а мы, дорогие телезрители, идем далее. Не менее интересное мероприятие проходит в Уснере. Там свою работу ведет выставка под названием «Творение заботливых женских рук». О специфике вышивки и примечательности этой конференции, этого мероприятия смотрите в следующем сюжете. Как рассказала нам директор Уснерского краеведческого музея Светлана Анатольевна Закусила, в рамках Года народного творчества, несмотря на объявленные ограничения, проводятся онлайн-выставки, которые могут увидеть в соцсетях все желающие. В этом зале выставлены работы, которые бережно хранились в семьях более 60 лет. Авторы работ – женщины, прошедшие через индигирские лагеря. Дети сохранили родительский труд. Такая душа здесь, такая чистая, живет в этой комнате. Все работы выполнены до 1959 года, то есть до рождения меня. И все это происходило в поселке Балаганах. Там в красном уголке были выставки. Вот, не только мамины, другие. Я гордилась мамиными работами. В виде справки, совхоз Балаганах был основан на месте бывшего женского лагеря, и многие его работники – освободившиеся заключенные. Здесь занимались овощеводством и мясомолочным животноводством. При всем при том, женщины всегда оставались женщинами. Раньше они находили время вечерами, обменивались. Но что самое интересное, сохраняли разнообразие. Никогда не давали свою работу перерисовывать. То есть нарисуй свою, и будет у тебя другая красивая работа. Ценилось, видно, качество. Именно качество выполненной работы. Можете выделить любимую вами мамину работу? По-своему все любимые. Вот что-то, какая-то изюминка в каждой работе есть. Вот Евпатория, ну вот смотришь и хочется там побывать. Вот девочка с зайчиком, хочется прям самой зайчика взять и тоже подержать на руках. Ну вот маки, хочется принюхаться к ним. Лично для меня, мне нравится вот тройка. Это искусство букле, вот, выполненное иглой методом, значит, выбивания. Очень такая красивая работа. Переворачиваешь, на обратной стороне рисунок, а с этой стороны, значит, получается как коврик. Вот. Это очень красивая работа, такая тонкая, долгая, вот, тщательная такая. Вот. И, надо сказать, срезать-то нити нелегкое дело. А вы сами научились у мамы рукоделию? Ну, в общем-то, да. Если есть необходимость, я могу связать носки, шарфик, ну, то есть такие вот вязальные работы. Мама не только вышивала, например, она и, значит, вязала. С молодости она вязала платки даже, ну, шали. Потом, значит, она кружево вязала, скатерти, ну, то есть разнообразные подзоры, вот, накидушки. Раньше все это украшалось дома. Вот. Ну, а я, например, вот букле владею искусством. Вышивать крестом я не научилась. Навыки у нас есть, все мы на трудах учились. Вот гладью учились, значит, вышивать. Но у меня нету страсти к этому, скажем так. Здесь собраны с любовью сохраненные работы нескольких женщин. Рассказ Ольги Михайловны дополнила Светлана Анатольевна. Вот Гузенко, например, Прасковья, она ветеран тыла, жена заключенного, приехала сюда, здесь дети были. И она ходила на кружок, где учили вышивки. Работа была в пекарне. И вот она находила же время, вышивала, вот именно с душой вышивала, передавала все это прекрасное. И вот ее дочь Нина сохранила и принесла нам ее работы. Поразительно. В такое трудное время у загруженных работой, хозяйством, детьми женщин еще хватало сил и желания заниматься рукоделием. Даже простые нитки были в дефиците, не то что для вышивания. Но вот перед нами вышиты целые картины.
шторы, рушники. Кажется, каждая работа до сих пор хранит тепло рук своей хозяйки. Друзья, спешите подключиться к системе лояльности «Свои», чтобы получать кэшбэк до 40 тысяч рублей ежемесячно, оплачивая покупки картой «Алмаз» Эргенбанка в сети партнеров. Более подробную информацию вы найдете на сайте свои.albank.ru. Ну что ж, мы идем далее. Спорт продолжает потихоньку возвращаться к привычному режиму, а это значит то, что нам есть о чем вам рассказать. Мы подготовили обзор спортивных новостей. Давайте посмотрим. Треть японцев считает необходимым отменить перенесенные на следующий год Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провело агентство Киодо. За отмену игр выступили 33,7% жителей Японии. 36,4% опрошенных считают, что проведение Олимпиады стоит перенести повторно. А вот за то, чтобы соревнования прошли летом следующего года, выступили 23,9% жителей. Напомним, по первоначальному плану игры должны были состояться этим летом. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции старт был перенесен на лето 2021 года. Руководство континентальной хоккейной лиги на следующей неделе представит календарь сезона 2020-2021. Как сообщает пресс-служба лиги, в данный момент рассматриваются несколько вариантов календаря регулярного чемпионата следующего сезона в зависимости от количества клубов. После того, как Совет директоров КХЛ утвердит состав участников, расписание матчей будет опубликовано на официальном сайте. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября. Стали известны серебряные призеры Тинькофф российской премьер-лиги. На вторую ступень пьедестала взойдут футболисты московского «Локомотива». Идущий на третьей позиции турнирной таблицы Краснодар лишился шансов догнать железнодорожников после того, как проиграл столичному «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура. Таким образом, за один тур до конца чемпионата «Локомотив» стал недосягаем для краснодарцев, имея преимущество в 5 очков. Помимо серебряных медалей, «Локомотив» гарантировал себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов в следующем сезоне. Перейдем к новостям якутского спорта. Борцу вольного стиля Нюргуну Скрябину вручили сертификат на двухкомнатную квартиру в Якутске за успешное выступление на чемпионате Европы. Вручение прошло в узком кругу. Как сообщает «Спорт Якутии», в сборе средств на такой подарок уроженцу Мегина Кангаласского Улуса приняли участие администрация и все наследие, Федерация борьбы и ряд предприятий Улуса, а также Федерация борьбы республики. Напомним, мастер спорта международного класса, якутский легионер сборной Беларуси по вольной борьбе Нюргун Скрябин на чемпионате Европы, прошедшем в феврале текущего года в Риме, завоевал серебряную медаль. Якутская дзюдоистка, чемпионка России Ниргуяна Никифорова в составе сборной команды страны проходит тренировочные сборы в Новогорске. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Прежде чем приступить к первым полноценным тренировкам после карантина, все члены сборной сдали по 3 теста на коронавирус, а также прошли углубленное медицинское обследование. Ниргуяна в Новогорске пробудет до 24 июля. Затем после недельного отдыха она вместе с командой отправится в Сочи, где пройдет следующий этап подготовки. В данный момент точные даты соревнований якутянки неизвестны. Ожидается, что первые старты после ограничительных мер у дзюдоисток будут проведены в октябре. Таковы главные спортивные новости к этому часу, но мы продолжаем тему спорта. Как известно, в США играют в 2 вида футбола. Футбол американский, футбол обычный, который в Штатах называют сокером. И у нас в республике с недавних пор начали развивать американский футбол. И о перспективах развития этого вида спорта в нашем регионе мы поговорим с главным тренером команды «Якутские Ботуры» Федотом Слепцовым. Федот, доброе утро. Власий, доброе утро. Ну что ж, Федот, если говорить об этом виде спорта, действительно, если подумать, кому-то может показаться немного странным, да, то, что у нас в холодном регионе играют в американский футбол. Вот как же возникла идея создать, начать продвигать этот вид спорта у нас в республике? Получается, история-то как бы давняя. Я сам начал года в американский футбол в Турции, когда учился. По возвращению к себе на родину, в город Якутск, то тут познакомился с парнем, который Андреев, с ним он играл в команде, оказывается. И
встретились, и это где-то началось в 2012 году. Встретились, покидали мячик, начали подтягивать друзей потихо, и вот пошло-поехало. Потом через ВКонтакте созвонились, переписывались с другими командами Дальнего Востока, нашли их, и пошло-поехало. И решили вот создать федерацию, команду с 2015 года. А первый раз, получается, у нас как бы выезд был в 2014 году. Первый товарищеский матч был в июне 2014 года в городе Хабаровске между командами «Дикие панды» с города Владивостока и «Легио-27». И в команде «Дикие панды» игроков было очень мало. И они попросили, сказали: ребята, если сможете ехать, приезжайте, поиграйте за нас. И в июне нас было человека, мы поехали с ним в Хабаровск. Первый матч мы там проиграли, как бы, потому что была несыгранность, было мало игроков, включая вот в Владивостоке нас. Замены было мало. Американский футбол — это очень массовый вид спорта. Получается, в одной команде должно быть как минимум 33 игрока. Это вот команда нападения, команда защиты и плюс там дополнительно Special Team называется. И должны быть замены, очень много замен. Потому что это очень взрывной и очень такой агрессивный вид спорта, можно сказать, да? Ну вот, Федот, мы знаем то, что вот команда существует с 2015 года, да, вот если говорить именно о команде «Якутские Боттеры». Вот вы говорили о том, что выезжаете вот на соревнования вот в другие регионы. Вот сколько выездов уже было? И вот с 2015 года вот какая динамика наблюдается? Вот больше людей к вам подключаются, вот приходят в команду? Да, получается, с 2015 года мы организовали федерацию, организовали официально команду города Республики Якутска, да. И получается, с 2015 года первый выезд наш был в 2017 году. И вот как вот 15-19 надо было 3 года на Дальнем Востоке. На тот момент было, знаете, с Комсомольска на Амуре команда была, получается, в Хабаровске команда была. И получается, так как у нас территория очень большая, очень дорого выезжать, и получается, мы решили организовывать чемпионат, общий чемпионат за один выезд. То есть чемпионат начинался, получается, в пятницу и заканчивался в воскресенье. 3 дня подряд без остановок мы играли. Ну, лучшая тренировка — это, конечно, соревнования, практика. Да, опыт, практика, да, все верно. Да, ну и я думаю, многие телезрители сейчас задаются вопросом, с каким же видом спорта можно сравнить американский футбол? На какой вид спорта он более схож? Вот. С одной стороны, в названии есть слово «футбол», но тут, как мы видим, да, на картинке совсем другое это дело. Преимущественно играешь руками, ну и, конечно, тут очень много позиций. Есть квотербэк, да, тот, который запускает мяч, есть люди, которые защищают путь. Вот с каким видом спорта, Федот, вы сравнили бы американский футбол? Ну, тут, можно сказать, от всего помаленьку есть. То есть есть и борьба, можно сказать, тот же джиу-джитсу, можно сказать, да. Там есть нюансы, вот, и определенные. Получается, на поле выходит 11 человек, если нападение, это 11 человек выходит, да, нападающих, которые должны вот пройти вперед и забить тачдаун. И у всех разные роли. То есть 11 человек делают все что-то разное, но цель одна — забить мяч и донести мяч до зачетной зоны. Там, то есть, очень много нюансов, очень много правил, что можно, что нельзя. И вот конкретно с каким-то видом спорта сравнить я конкретно не могу. Ну вот я почему вот интересуюсь этим, потому что у нас очень спортивная республика, у нас очень много людей занимается разными видами спорта. И вот, например, если вот человек из единоборств, да, он, я уверен, найдет себя в этом виде спорта, или же, например, легкоатлет, вот насколько трудно вот приспособиться к американскому футболу, если, например, наш телезритель
заинтересованным, да, будучи заинтересованным, придет в вашу команду и попробует записаться, вот какие этапы вот подготовки он пройдет и насколько трудно ему будет освоиться? Ну, это получается, главное, вот по его физическим данным, главное, вот по его возможностям, надо определить его позицию. К какой позиции он может больше подойдет. Или он крупный, быстрый, худой, медленный, низенький ростом, но крепкий. Там у каждого можно подобрать, каждому человеку можно подобрать позицию, где он может играть. То есть с этим вообще никаких проблем у нас нет. Но многие люди боятся, что это очень травмоопасный вид спорта. Конечно, травмы бывают, всякое разное может быть. Можно и на ровном месте подскользнуться, споткнуться, упасть, что-то себе сломать, грубо говоря, да? Ну, ничего такого нет. Есть экипировка, защищающая тебя от тех же сотрясений и от тех же переломов, как бы, грубо говоря. Поэтому тут бояться не надо. Максимум будут синяки. Да, ну, травмы – это часть любого вида спорта, спорта в целом. Но вот, как я помню, у вас была даже идея организовать женскую команду, якутские вот батуры, да? Вот что вот с этой идеей у нас? Да, получается, женская предварительно организована у нас. Есть девушки, бегают, играют, тренируются. Но на данный момент они на стадии только тренировок, физподготовки для себя, правил. И на данный момент еще не приобретена экипировка для девушек. Экипировка как чуть дорогая, но сейчас уже время такое, что есть каналы, значит, это было сложно вести экипировку просто так. А сейчас есть контакты, есть связи, откуда это можно все приобрести и быстро привезти. Да, Федот, у нас остается немного времени, и хотелось бы сейчас вот вас спросить насчет того, когда же возобновляются тренировки и куда можно подойти, чтобы попробовать себя вот в американском футболе. Так, ну подписывайтесь на Инстаграм Якутиан Бокус и Инстаграм женской команды Якутиан Хаскис, да? Хаски команда называется, у нас якутские ботеры. То есть в Инстаграмах там есть, обновляется лента, объявление, где, когда, что, с кем связаться. Подписывайтесь. И получается в этом году тренировки мы по тихой, по легкой возобновили, но все мы знаем, из-за пандемии, из-за коронавируса на данный момент пока неизвестно, будет ли чемпионат, будет ли дивизион. В 2020 году, получается, нас включили в высшую лигу России. Ну что ж, Федот, подходит к концу, вот, к сожалению, эфирное время. Спасибо тебе большое за то, что нашел время. Ну а мы с вами, телезрители, увидимся после короткой